общения. Ваш рюкзак? Такой язык не существует. Выберите язык общения. Русский? Ваш договор на столе. Компания Humanitas Engineering приветствует вас. Для того, чтобы облегчить нашу работу, вам прислали консультанта новейшего поколения. Благодаря голосовым индикаторам он сможет записать ваши ответы и отправить в программу. Просим говорить максимально четко и громко. Не торопитесь и точно отвечайте на заданные консультантом вопросы. Предупреждаем, что лишняя информация, не затрагивающая ответы на вопросы, будет удалена после внесения данных в компьютер. Для начала работы назовите кодовое слово «Яхвадаем». Кодовое слово «Ханурик». Ханурик. Кодовое слово. Ханурик. Кодовое слово принято. Мы готовы начать работу. Раздел номер 1. Физические данные. Назовите рост. Свой? Назовите рост. А, в смысле его? Назовите рост. Напоминаем, что рост указывается в сантиметрах. 190. Назовите вес. Ну, при таком росте, наверное, 90. Назовите вес. 90. Назовите размер ноги. 44. Назовите возраст. Да, с этим сложно. Назовите возраст. Ну, пусть старше меня на 4 года. Цвет глаз. Синий. Выберите цвет волос. Каштан. Выберите цвет волос. Каштан. Выберите длину волос. Я люблю длинные. Волосы на теле. Обязательно, особенно на груди. Волосы на лице. Ну, не бородища, а такая заросшесть. Когда закончите формировать раздел, скажите слово «далее». Нет, не закончила, да. Я люблю нос. Я люблю, когда он красивый, изящный нос для меня очень важно. Потом подбородок. Я люблю, когда он круглый, как у женщины. И маленький тоже не люблю. Волевой нужен, но не квадратный. Далее. Раздел коммуникации. Как часто вы хотите, чтобы с вами находились рядом? От 0 до 10. Со мной находились? Ну, 7 или 8. Назовите целое число. Ну, 7. Как часто вы нуждаетесь в телесном контакте? 10. Вы выбрали максимальную отметку. Если этот пункт важен для вас, вы можете расширить свои пожелания. Ну, я люблю, когда меня трогают. Если тебя трогают, значит тебя любят. Ну вот как в этом эскалаторе же едут в метро, в парне даже кладут так эту руку на попу или на крайний случай там за талию. Мне вот так вот надо. Ну, если меня трогают, значит любят. Далее. Как часто вы нуждаетесь, чтобы с вами разговаривали? От 0 до 10. 10. Вы выбрали максимальную отметку. Если этот пункт важен для вас, вы можете расширить свое пожелание. Что тут расширять? Со мной надо разговаривать. Надо, чтобы я выслушала и я чтобы выговорила все. И говорил, я понимаю, что ты чувствуешь. Все, после этой фразы я начинаю целоваться, вымаливать прощение за всю произнесенную херню. И понимаю, как я могла такое слово там подумать даже по отношению к этому идеальному человеку. Назовите отметку независимость от 0 до 10. Не знаю, 8. Там, мы очень часто зависим от мужчин. Вот он проснулся, ты проснулся, и начинается. Каким тоном он сказал «доброе утро», посмотрел на тебя, сколько часов прошло, прежде чем прикоснулся первый раз. И если не прикоснулся, то по какой причине? Если в голосе холодность, откуда она взялась? И стала ли ты причиной этой холодности? И так целый день. Концентрация на его образе, получение сигналов и попытка считать их, чтобы угодить, исправить, заслужить любовь. Слушайте, а нельзя ли сделать там какую-то операцию у вас, чтобы убрать это? Ну, потому что ожидание и вечное несоответствие того, что хотела бы, она изматывает, и ты начинаешь ненавидеть его, хотя его недавно любила, и все, вокруг начинается разрушать. Поэтому я и пришла. Может быть, ваша услуга сможет что-то улучшить, совместную жизнь, например. И если женщина против изменения того же отношения к ней, может, и нужен робот. Он будет каждый день любить ее, каждый день одинаково сильно обнимать, хотеть, каждый день оказывать знаки внимания и говорить приятные вещи.
жить в отношениях невозможно. Жить без отношений невозможно. Тогда, может, просто заказывать их, ну, получать партнера как услугу? Аккумулятор сильно разряжен. Хорошо, извините. Это я, наверное, весь аккумулятор разрядила, понаговорила много всего лишнего. Хотя из этой затеи даже ничего не выйдет. Хорошо, что послушали. Спасибо вам. Ваша модель готова к испытаниям. Его зовут Артур. Уже? Я тебе так неприятен, что ты отвернулась? Послушай, дело не в тебе, просто не надо идти. Можно узнать, почему ты так говоришь? Ты знаешь, эта затея, она как бы унизительная. Даже не знаю, как объяснить. Я понимаю, что ты чувствуешь. Слушай, Что? ничего, ты просто не можешь так говорить. Что случилось? Чего? Почему ты грустна? Я не грустная. Я могу помочь в этом разобраться. Сядь и успокойся. Если это приказ, то я не собираюсь это слушать даже. Я же не робот, чтобы автоматически успокоиться. Что с тобой? Я передумала. Я понимаю, что ты чувствуешь. Больше слов не знаешь. И девочка моя, Откуда ты это знаешь? для меня, двигайся быстрей, поймай свою волну. Не надо так. Пока не надо. Почему? Потому что я еще ничего не чувствую. Мне неприятно, когда ко мне прикасаются незнакомые люди. Или не люди. Я понимаю, что ты чувствуешь. Артур, ну, тебя ведь так зовут. Не надо повторять эту фразу постоянно. Это сакральное заклинание. Иначе она потеряет смысл. Как часто ее повторять? Как почувствуешь. Как часто мне чувствовать? Если я тебя ударю, тебе будет больно? У меня терпение 5 баллов. Что ты сделаешь, если я тебя ударю? Не знаю. Надо протестировать. И что для этого надо сделать? Ударить меня. Мне расхотелось. Я понимаю, что ты чувствуешь. Никогда больше так не делай. Пусти, мне больно! Поняла или нет? Отпусти, мне Не больно! слышу! Поняла! Я же просила не повторять это слово. Я специально, чтобы помочь ударить. Типа у тебя есть интеллект. Ты куда? Ты что, уходишь? Я что-то обидела тебя. Рада сообщить, что система успешно внесла изменения. Для того, чтобы протестировать способность на общение расстоянию, вам будет предложено пообщаться с модулью номер 8 в интернете по телефону, СМС, скайпу, вайберу, электронной почты. Мы уже завели ему аккаунт. Для того, чтобы настроить их
необходимо ответить на несколько вопросов. В аккаунте в Фейсбуке надо ли ставить семейные положения? Мне все равно. В аккаунте на Фейсбуке хотите ли вы проконтролировать, кто будет в друзьях модели номер 8? Поставить ли фильтр гендерному признаку? Мне все равно. Назовите желаемый уровень грамотности модели номер 1 от 0 до 10. Слушай, а еще долго? 10. Вы выбрали максимальную отметку. Если этот пункт важен для вас, вы можете расширить свои пожелания. Мои пожелания. Мне все равно, с кем он там общается, с кем переписывается. Это его личное дело. Выберите общение, которое подойдет для общения с вами на расстоянии. Пусть называет по имени. Всем привет! Меня зовут Лера. Мне поручили такое задание — вести видеодневник. Все, что происходит с нами. Сначала я подумала, что это какая-то не очень хорошая идея, но потом подумала, что это как бы последняя надежда на серьезные отношения. Ну вот уже прошло 5 дней, как я была в центре. В первый же день меня Артур добавил в Фейсбуке, написал, что это его номер, я могу написать ему или звонить. И в скайпе нашел, и молчал 3 дня. Зато все это время он как бы время даром не терял. Добавилось очень много фотографий, ему начали добавляться какие-то девчонки модели внешности. Они начали комментировать его фотографии, он не оставлял без внимания ни одного, всем отвечал. Если честно, меня это все взбесило, мне это вообще не понравилось. Я захотела написать, позвонить в центр и сказать, что все, что, мне это не нравится, что они все там исправили, чтобы он все внимание уделял только мне. Потом он написал мне, кстати, написал, что короткое сообщение: «Привет, Лера, как дела?» Если честно, я очень сильно обрадовалась. Я впервые в жизни испытала настоящее чувство. Я подумала, что это испытание, эксперимент, или обернется крахом, или что-то у нас получится. И я заканчиваю первый свой видеозапись с таким выводом: Артур чудесный, и мне все нравится. Всем пока! Всем привет! Меня зовут Лера, и это вторая запись моего видеоблога. Вот мы общаемся с Артуром на Фейсбуке, он мне написал первым что-то подобное: «Привет, чем занимаешься?» Меня очень сильно порадовало, потому что все эти дни я только и думала о нем. Заходила в Facebook, смотрела, горит ли там зеленый огонек, и если нет, сколько минут назад он был в онлайне. Почему же он мне не пишет, и я отслеживаю все его действия. Потом он мне прислал сообщение, где было написано стихотворение. Стихотворение звучит так: «Когда ходил я, бывало, по крайней улице к полю, в окне ты птиц вышивала, а я пускал их на волю. Тебя поутру увижу, да так и брожу весь день, как будто ношу корону, надетую на мигрень». Меня порадовало, что он прислал поэзию, потому что я терпеть не могу ее. Но я радовалась. Надеюсь, он и дальше будет присылать мне что-то подобное. Будет ли меня это раздражать? Да, будет. Хочу ли я это все закончить, прервать? Нет. Я продолжаю эксперимент. И когда наш разговор подошел к поэзии, наша переписка прервалась. Но до раннего утра он был в онлайне. И перед сном я думала о стихотворении.
И что надетая на бикрень, корона на бикрень, это про меня. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Всем привет, это я, Лера. Это третья видеозапись моего видеоблога. Мы с ним общаемся раз в 3 дня. Он сегодня написал мне в скайпе, что хочет выйти и пообщаться со мной. Я написала, что я буду свободна через час. Хоть и была сейчас свободна, я очень сильно испугалась. Я очень сильно нервничаю, уже выпила стакан горячей воды, чтобы голос не дрожал. Всем привет, это я, Лера. Это 4-я запись моего видеоблога. Разговор по скайпу у нас был очень короткий. Он позвонил, назначил встречу. И даже не спросил, как у меня дела. Такое ощущение было, что он не рад меня видеть и слышать. Сказал, что очень устал. От чего устал? Я не думаю, что в лаборатории его очень сильно использовали. После разговора скайпа он зашел в Facebook, и до раннего утра он комментировал чьи-то фотографии, отвечал на комментарии чьи-то, и он не поставил ни одного лайка на мою фотографию. А я все больше и больше начинаю думать о нем. Сегодня вот мы должны провести с ним целый день дома. И должны будут прислать список вещей, которые мы должны будем сделать вместе, чтобы протестировать его поведение и реакции. И завтра он должен будет вернуться обратно в лабораторию. Не пришел. Пожелайте мне удачи. Всем пока-пока. Ханурик! Опаньки. Ты девочка моя. Тебе тапочки нужны? Нет. Танцуй. Тебе необходимо разуться. Так ты ж в туфлях. Они чистые. Так. У меня вот. Нет! Ты не ходил по улице. А ты ходишь в туфлях по дому. Я одеваю в особых случаях. Значит, ты ходила для меня? Девочка моя. Ты оставил пакет в прихожей. Да. Что ты купил? Но мне сказали, что нельзя ходить в гости с пустыми руками. Если с тебя ужин, значит... Меня ужин? Так сказали. Да, кстати, не знал, что ты любишь. Ничего. Ничего? Я не пью. Ты что, вообще? Унесешь это с собой. Туда, в лабораторию? Мне все равно. И как я это все объясню? Скажешь, решил порадовать их и принес. Нет, я должен был что-то купить, чтобы порадовать тебя. Да что? Я должен был что-то купить, что ты любишь, за твои деньги. За мои деньги? Но мне выдали наличные и сказали, что снимут с твоей карты. А где человек остался? В пакете. А ты не мог позвонить и спросить, что мне нужно из еды? Не, ну, так ты мог. Тебе же сказала, ты должен купить то, что порадует меня. Но ты не знаешь то, что я люблю. Раз ты не позвонил, не спросил, значит тебе не интересно. Это не ты так. просто решил под видом порадовать меня, порадовать себя. Не так все поняла. Правда? Ну так объясни, как можно потратить 12 000 рублей за один поход в магазин?
самые лучшие, это коллекционные. Вот ты купил их для себя. Нет, для тебя. Мне для тебя вообще денег не жалко. Тебе не жалко моих денег. Я хотел сделать сюрприз. Это один из самых неприятных сюрпризов. Это все из-за денег? Из-за всего. Подожди. У меня есть шоколад. А? Королевский шоколад. Сколько он стоит? А не важно, недорого. Шоколадка за 1400 рублей. Правда? Слушай, там ценника не было просто. Почему вы всегда так делаете? Почему вы все покупаете всегда все самое дорогое? Потому что ты достойна лучшего шоколада. Мне сказали, что с тобой передадут там какой-то список, то, что мы должны будем сделать до утра. Я остаюсь здесь на ночь? А ты не знал? Нет. А секс будет? Это что, пошлая шутка? Нет, это не шутка. Не будь наглым, я этого не люблю. Что за... Что там? Ничего. Подожди, ну-ка, куда я так смотрю? Нет. Вот так смотрю. Быстрее закончим. Быстрее нажми, быстрее закончим. Хорошо. Обсуждение покупок. Угу. Плюс. Приготовление ужина. Ну, как так? Ты завалил наш дом продуктами. Еду готовить не из чего. Тоже плюс. Ну, ужин, видимо, тоже плюс. А не-не-не-не-не-не. Ты должна смотреть, как я ем. Это обязательно. Зачем? Не, ну ты смотришь, как я ем, потом смотришь, как я сплю. Если тебе что-то не нравится, они все исправляют, пока тебе не понравится. Ешь. Что, голый шоколад? А больше нечего. Ладно. Ну, понятно. Ты шоколад не любишь? Напротив. А в чем дело? Я не ем сладкое. Да ладно. Я худею. Да зачем? Ты и так нормальный. Не, ну любители, конечно, но... Что значит на любителя? Не, ну кому-то нравится похудее, кому-то попышнее. Не, ну дал тебе Бог фигуру, радуйся. Что, обиделась что? Нет. Следующий пункт. Мы должны поиграть в 3 факта до 3 попаданий. Это игра такая, кажется. Ты называешь 3 факта о себе, я должен угадать, где там ложь. Я в курсе. Ну? Мне удалили аппендикс, я летала на воздушном шаре, мне не понравилось. Больше всего в детстве я боялась собак. Последний. Нет. Мне никогда не делали операции, и я никогда не боялась собак. А кого боялась? Анонистов. Кого? Во время моего детства было очень много мужиков, которые заходили в подъезд и любили там чем-то трясти перед людьми. Остальные дети кидали их камнями и запугивали, а мне было очень страшно. Смешно. Я ненавижу пенку от молока. Долгое время я расстраивалась, когда мне дарили цветы. И больше всего на свете я хочу иметь детей. Цветы? Нет. Ты любишь пенку от молока? Нет. Ты не хочешь детей? Не, подожди. Даже совсем чуть-чуть не хочешь? Не знаю. Нет, ну как это? Ты не хочешь детей? Ты можешь просто угадать
все факты и этот закончишь, чтобы дебильную игру. Да как ты угадаешь, если ты такая особенная? Ну, знаешь, выбирай особенный пункт, чего бы ты даже не подумал. Хорошо! Нам незачем орать друг на друга. А я на тебя вообще не Ну, кричал. конечно, в этот вечер только одна истеричка. Ты сама это сказала. Я была отличницей в школе. В 6 лет я нарушила одну из заповедей. У нас в доме всегда отмечали праздники, особенно Новый год. Последний. У нас никогда не отмечали ничего, у всех было слишком много дел. Ну ты так грустно просто сказала, поэтому я угадал. А что за заповедь ты нарушила? Взяла чужую вещь. Это первый человек, кроме мамы, учителя и одноклассницы, чья эта вещь была, кому бы я рассказала. Можешь смеяться. Да нет, ничего смешного. Ставлю плюс. Что там дальше? Надо что-то починить. О! Я готов? Что делать-то, говори? Ничего. Я думаю, это уже не такая уж и необходимость. Если у меня что-то ломается, я зову мастеров. Слушай, где у тебя ванная? Там ничего не сломано. Да не надо просто. Просто вот там дверь с табличкой «Тихий океан». Можешь смеяться. Да не парься ты, а? Я не издеваюсь над тобой, мне просто весело. Ах ты! Да что ж такое-то? Да все нормально, все нормально! Да сейчас все сделаю, подожди! Закрой воздух! Да ты-то куда лезешь? Ты уверен? Да что? Да твою ж мать-то! Да сейчас! Подожди! Перекрывай его здесь! Перекрывай быстрее! Фу. Подожди. Там воздух не закрыл. Так уж и быть. Поставлю плюс. Ничего себе, так уж и быть. Я там главное все сделал. Я вообще заслуживаю большой плюс. А тебе тогда большой. Что там дальше? Так, что дальше? Ничего. То есть ничего, конец списка? Нет, ну, Чего ну? просто. Чего просто-то? Я не дай посмотреть. Да ладно, да ладно, что ты на это смотришь? На это смотришь. Ну-ка. Что там у нас? Отдай! Опа. Опа. Блин, отдай! Опаньки. Не, ну, если ты не хочешь, не обязан. Ну, если надо, ладно. Ну, тогда ладно. Ладно. Все готово? Типа. Я тебя носом не ударил? Нет. Да ну ладно. Что, ставлю плюс? Ну, если считаешь нужным. Вообще-то не считаю. Что тогда? Повторить, что ли? А можно не спрашивать? Да что ты? У тебя такое лицо, как будто тебе неприятно.
нет, почему? Да нет, почему? Ну, конечно, конечно. Да Я мне же- неприятно. Все нормально. Конечно. Я же не такая красивая, как в этих в интернете девчонки. Конечно, они же постройнее, они Да вот. похудее. Вот тебе кого надо посмотреть. Так, на, держи, держи. Да подожди ты. Да, уйди. Слушай, а что там насчет последнего пункта? Если тебе вот это слабо, что ж говорит о следующем пункте? Это мне слабо. Мне не слабо. Как-то что? Ну хорошо. Почему ты не хочешь иметь детей? Я так не говорила. Значит, все-таки хочешь? Не значит. Слушай, давай хватит о загадками говорить, я все равно не отгадаю. Раньше я хотела иметь очень много детей. 6. 6? Я думала, круто иметь полный дом людей. Да. Дети это крутое средство, чтобы избавиться от одиночества. Это тоже. А еще что? Почему ты так говоришь? А потому что так надо. Тогда объясни мне, как надо. Ну, расскажи. Не, я вообще поражаюсь над твоим легкомыслием. Вы ноете постоянно, хочу замуж, хочу замуж. А зачем? Чтобы в красивом платье красоваться перед гостями? А когда проходит время, оказывается, этот замуж такой унылый тип. И тогда у вас появляются новые песни, новые идеи. Хочу бэби-бона. Хочу бэби-бона. Да блин, иди в магазин и купи этого бэби-бона. Это кукла такая, которая пьет и писает. Так нет, вам нужен живой. А когда он тогда появляется, и проходит некоторое время, он становится таким же унылым, как замуж. Потому что какается, писается и становится абсолютно вашим, абсолютно забирает вашу свободу. И муж ваш перестает приходить с работы, потому что становитесь нервными. Да, потом еще подругам говорите: никогда не выходи замуж, никогда не рожай детей. Не, я, конечно, не говорю, что иметь детей это преступление. Но вы же должны понимать, что вы должны сначала разобраться с самим собой, прежде чем заводить детей, потому что дети — это продолжение самого себя. Если ты не разобрался сам на себе, зачем продолжать? Зачем продолжать, если у вас столько комплексов, проблем и трудностей? У меня нет трудностей. Да ладно, а я тогда что здесь делаю?
ты стоял? А ты разве не на метро? На метро. Ну что там, подойдет кто-нибудь ко мне? Уже 3 раза подходил. Каким за это платят? Ну что тут у нас вкусненько? Меню перед тобой. Нет, ты же здесь часто бываешь, ну что, подскажешь? Нет. Чего нет? Все нет. Ну, я думал, ты будешь в другом настроении. А ты что-то сделал, чтобы я была в другом настроении? Да, пришел к тебе. Пришел. Не помогло, прикинь? Да хватит по вчерашнему, а? А почему же? Я вообще не помню, не помню, что произошло. Ну, мы поссорились. Я с тобой не ссорился. Ну, конечно, я сама с собой поссорилась, и теперь у меня из-за себя плохое настроение. Рад, что ты это осознаешь. Я звонила в лабораторию, мне сказали, что ты должен вернуться до 8. Ко мне мы домой точно не идем. Да, кто бы сомневался. Я бы сомневалась, если бы ты вел себя нормально. А нормально это как? Нормально это как ты считаешь нормально, или как я считаю нормально? Нормально, это константа. Отлично! Давай ты проведешь нормальный вечер с нормальным человеком. Мы посидим. Я пришел к тебе на свидание. Ты ко мне пришел, ну спасибо. Ну хорошо. Ты пришла, потому что я тебя позвал. Ты прекрасно выглядишь. Мы будем есть вкусную еду. Нормально разговаривать. Вот о чем ты хочешь поговорить? Ни о чем. Ну вот расскажи, ну кем ты работаешь? Зачем тебе это? Ну до 8 еще много времени. Мы решили быть нормальными. Ты обещал постараться, по-честному. Так что ж не стараешься? Я работаю верстальщиком. Что верстаешь? Разные журналы. Тебе нравится? Обычная работа. Не, мне интересно, тебе нравится или не нравится? Да, То есть верстать журналы – это твое предназначение? это работа. Да я не спрашиваю, что это. Ну, допустим, предназначение. То есть ты нашла себя. Ну, нашла и что? Хобби есть? Нет. Нет хобби, она нашла себя. Верстая глупые картинки и глупые Ну, надписи. почему глупые? А ты верстаешь журнал о науке? Нет. Может, философия, искусство или культура? Нет, обычные журналы. И причем их предназначение и поиски себя, если это работа. Не кричи, люди смотрят. Почему закончились все твои предыдущие отношения? Ну, вот, потому что я сама с собой ссорилась и сама с собой решала расстаться. Видимо, сама не могла терпеть саму себя. Вы же мне всегда ни в чем не виноват. Это вы такие хорошенькие, это ты, это не я. Ты слышал, что сказал? Я сказала специально. Ты сказала, что не могла терпеть саму себя. А знаешь что? Мне надоело. Что? Ты! За эти 2 дня и 3 недели ненаписанных писем. Мы еще даже не начали встречаться, а ты уже довел меня. Ты сказала, я не могла терпеть саму себя. И ты сказала правду. Я назло. Думаю, тебе пора за едой сходить. Было. Что тут, официант мне, что ли? Ты ошибся, здесь самообслуживание. Подожди. То есть, когда я вернусь, тебя уже здесь не будет. Остроумно. Только на этот раз не проканала. Я не этого хотела, ты понимаешь, не этого. Да что ты? Дали не тот заказ. Вот именно, дали не тот заказ, я не этого хотела. А знаешь что, дорогая, в мире всегда так бывает. Не всегда дают то, что ты хочешь. Добро пожаловать в реальность. Тебя вообще могло не быть. Ты сейчас на птичьих правах. О! Да ты мне угрожаешь. Просто предупреждаю. Прошу помнить, зачем ты здесь и кому этим обязан. И кому же? Господу Богу? Deus Ex Machina. А, в машине, говоришь, Бог? А мне кажется, он передо мной.
и требует подчинения, и злится, когда его не получает. Что мне сделать? На колени встать? Может, хвостиком повилять? Или ножку тебе поцеловать? Сейчас как придурок. Кого это хренов Тарас Бульба? Не кричи, люди смотрят. Да иди ты нахрен! При чем тут Тарас Бульба? А притом! Я тебя породил, я тебя убью. Ты это хочешь сказать? А знаешь что? Что? Я передумала. Да и води! Можно? Заходи. Утром она к нам ворвалась, сама не своя, потребовала договор, мы ей дали, она подписала. Сказала, что модель нормальная, пусть и сдается, оплатила всю сумму. Сказала, что уезжает на пару месяцев. Вот. Так и сказал. Да? Ну мы тоже спросили, что это значит. Она сказала, модель нормальная, пусть и сдается, только домой к ней привозить не надо. Так и сказал. Да. Понятно. Можно спросить? Да, конечно. Зачем все это? Подожди. Она подписала указ о свободных отношениях и отказа от собственности. Да. Неси мне договор. Вы уверены, шеф? Да, это окончательная модель. И никаких изменений? Я бы мог внести изменения ввиду привязанности ко мне. Ты сама слышала. Ты понимаешь? Понимаешь, она сама начала принимать решения. Сколько у нее там стоит? Стоит 7. Система выбрала случайный выбор. 7, не 10. Она провалила все испытания, она нетерпима, она требовательна, она скандальна в общем. Мила, Да, шеф. ты раздражена? Раздражаемость 0. Вы сами поставили. Преданность делу и начальнику. Десяточка. Ты обижен? Обижаемость 0. Ты плачешь? Я не умею, шеф. Мила. Мила. Ты идеальна. Мало того, ты идеальная для меня. Но я не могу, понимаешь, я не могу. Сколько мы с тобой смотрели? Сколько? Не помню. Злопамятность 0. Сам ставил. Помню я. 3 года. Но я не могу тебя полюбить, понимаешь? Не могу. И ты не препятствуешь этому, потому что не можешь. И ты меня простишь, потому что добрый. Не сентиментальный. И я думал, что ты остановишься мне гораздо раньше. Ты предсказуем. А она нет. Понимаешь? Она нет. Она случайный выбор машины. В противном случае мне было бы скучно. Я наблюдал за этой женщиной 3 недели, и я понял, что не хватит жизни, чтобы разобраться в ней. Она в себе тем более уж никогда не разберется. А наша фирма это наживка на дурака. Почему вы так говорите? Наш слоган, создай свой идеал. А кто твой идеал? Кто
Что ты хочешь? Что ты можешь сделать, чтобы преодолеть себя, чтобы стать сильнее? К нам приходят люди, которые абсолютно не хотят рисковать, потому что они не знают самих себя. И мой прогноз: пройдет несколько лет. Пройдет несколько лет, и все модели станут сущим адом для своих заказчиков. Потому что они не знают самих себя, они не знают свой идеал. Она боится врачей. И если вести ее за руку, у нее атрофируется чувство бороться со страхом. Она заказывает себе человека, чтобы он помогал ей, а он ей не поможет, понимаешь? Он ей не поможет, и она начнет злиться. Потому что она не знает саму себя. И я не знаю самого себя, понимаешь? И я готов к неожиданностям. Я готов взять от этой жизни все самое плохое и самое хорошее. Система разряжена. Уровень батарейки 0. Чувство юмора на 10. Ты идеален. Ладно. Обижаешься 0. Кажется, она готова. Ладно, я пойду. Ты выключишь здесь все и поставишь на сигнализацию, когда будешь уходить. Вспомнил одно четверостишье с какой-то испанской песни, которую где-то в Кастилии пели. На тебя гляну, там такое. Что с тобой будет, как меня не станет? Ладно, пойду. Девочка моя.